В эфире информационный выпуск Камши-Кушара. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Второй тур в 22 округах, в одном перевыборы. 12 депутатов избраны. ЦИК подвел предварительные итоги голосования в парламент. В полном соответствии с действующими международными избирательными стандартами иностранные наблюдатели о выборах в Абхазии. Конфискованная на благие цели. Таможня передала фонд Керас незаконно завезенный в Абхазию товар. В 22 округах состоится второй тур. В одном округе через 2 месяца пройдут перевыборы. В 12 округах с первого тура избраны депутаты парламента. Такие данные привел сегодня на пресс-конференции председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гоги по итогам состоявшихся 12 марта выборов депутатов Народного собрания Абхазии. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. С 8 вечера 12 марта, как только закрылись участки для голосования, до 5 утра 13 марта в Центре избирком стекалась вся информация от избирательных округов страны, сказал Тамаз Гоги, открывая пресс-конференцию. Сегодня самый основной день, один из первого этапа, это подведение предварительных итогов. Буквально час назад заседанием комиссии было принято решение об утверждении предварительных итогов, и какие будут вопросы, мы вам в обязательном порядке постараемся в полном объеме сообщить, и в соответствии с требованием действующего законодательства огласить те результаты на сегодняшний день, которые у нас есть. Как вам известно, буквально вчера в 8 часов вечера были закрыты избирательные участки. До утра сегодняшнего дня, практически до 5 утра, мы получали информацию со всех отдаленных округов, подводили итоги, предварительные итоги подведены, они утверждены, и мы готовы ответить на все ваши вопросы. Член ЦИК Елена Лобахова назвала фамилии кандидатов и номера округов, где через 2 недели пройдут повторные выборы. Избирательный округ 1, Новый район, Гунба Бадра Зурабович, Кварчия Гиви Анатольевич. Избирательный округ 3, Старый поселок, Агрба Валерий Владимирович, Адзенба Шамиль Амарович. Избирательный округ 4, Северный, Штуни Эрик Сагателович, Айба Батал Эдуардович. Избирательный округ 5, Синопский, Ашу Балаша Нукзарович, Цахнакия Тамаз Георгиевич. Избирательный округ 6, Центральный, Лобаху Аляс Михайлович, Лоло Рауль Валерьевич. Избирательный округ 7, Джинджули Алхас Владимирович, Адлиба Астамур Борисович. Избирательный округ 8, Маяк, Абухба Ахра Иванович, Агрба Гудиса Эдуардович. Избирательный округ 9, Пицунский, Хутаба Дауд Витальевич, Смыр Беслан Алексеевич. Избирательный округ 12, Гагский городской, Цышба Астамур Владимирович, Кезба Астамур Шамильевич. Избирательный округ 13, Цандрыбский, Трапезанян Галуст Парнакович, Дашьян Ливон Вагаршакович. Избирательный округ 19, Ацинский, Гунба Дмитрий Георгиевич, Одырба Астамур Михайлович. Избирательный 20, Новый Афон, Смыр Наталья Викторовна, Авицба Баталбей Шаурович. Избирательный округ 21, Шерский, Авицба Фазылбей Лизберович, Арзенбал Масхан Зурабович. Избирательный округ 23, Баслацкий, Кварчия Валерий Еремеевич, Ашуба Аида Шалодиевна. Избирательный округ 26, Дранский, Габуния Георгий Борисович, Гуния Илья Чичикоевич. Избирательный округ 27, Баслахский, Зухба Юрий Заурович, Бебия Вианорий Яковлевич. Избирательный округ 28, Губский, Каджай Дату Олегович, Логу Астамур Умарович. Избирательный округ 31, Кынгский, Бжани Аслан Георгиевич, Квициня Тимур Патович. Избирательный округ 32, Ачимчирский, Цвишбаутари Шотович, Тарбайнал Романович. Избирательный округ 33, Ткварчальский 1, Аргун Кадыр Валерьевич, Ардзанба Тайфун Наимович. Избирательный округ 34, Ткварчал 2, Джинджоля Умар Какович, Кварчия Кан Валерьевич. Избирательный округ 35, Гальский, Адлиба Дмитрий Александрович, Пертая Каха Заурьевич.
Что касается перевыборов по Гудаутскому 17-му округу, как отметил председатель ЦИК Томас Гоги, то там изначально произошла ошибка при подсчете голосов одного из кандидатов в депутаты. Эту ошибку признали оба кандидата в депутаты, зарегистрированные по этому округу Леонид Чамаго и Леонид Лакербай. В повторных выборах, которые пройдут в этом округе, в течение 2 месяцев могут принять участие все, кто изъявит желание. Что касается 17-го округа, на самом деле изначально прозвучала информация о том, что Леонид Лакербай был признан победителем, однако после внимательного подсчета голосов выяснилось, что с очень малой разницей этого не хватило для того, чтобы получить 50 плюс 1 голос. И сам штаб непосредственно Лакербая, надо отдать ему должное, он признал это до того, пока материалы поступили в Центральную избирательную комиссию. Центральная избирательная комиссия республики пока не определила дату 2-го тура голосования на выборах депутатов парламента страны. Как отметил председатель избиркома республики Томас Гоги, 2-й тур в соответствии с законом должен состояться в течение 2 недель после 1-го. Касаясь возможностей для агитации, которые будут предоставляться кандидатам в депутаты во 2-м туре выборов, то, по словам Томаса Гоги, этих возможностей теперь будет меньше. Действующее законодательство предусматривает 2-й тур. В 1-м туре то, что было предусмотрено, конечно, более смягченный вариант, вы знаете, меньше будет предоставляться тех возможностей, которые были предоставлены в 1-м туре, вы знаете. Мало того, и подсчет голосов будет по принципу, кто больше набрал, исходя от процентных соотношений набора какого-то определенного не будет, явки не будет определяться. Вот основные параметры, по которым будут избираться во 2-м туре. Как сказал председатель ЦИК, дополнительные списки не повлияли на ход голосования, а поступавшие жалобы оперативно рассматривались на местах. Пытались вынести в урну, основную урну для больного, который не мог физически попасть в помещение Центральной участковой комиссии. Но это было пресечено, это категорически запрещено. Урна не может быть вынесена, тем более основная, за пределы помещения для голосования. За места в однопалатном законодательном органе Республики Абхазия боролись 137 кандидатов в 35 избирательных округах. Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 от партии. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба принял международных наблюдателей на выборах депутатов Народного собрания от ЛНР, ДНР и Приднестровья, которые дали высокую оценку состоявшимся выборам. Открывая встречу, глава государства Рауль Хаджимба отметил, что выборы в Народное собрание прошли спокойно, без каких-либо эксцессов. Президент поблагодарил наблюдателей за проделанную работу на выборах и подвел некоторые итоги голосования. К великому нашему удовольствию, без всяких каких-либо эксцессов и без всяких-либо усложнения ситуации прошли эти выборы. Да, есть определенные вопросы, которые связаны с тем, что у нас по многим практически округам будут 2-е туры, по одному из округов вновь будут обозначены выборы. Ну, во всяком случае, процесс прошел, и, я думаю, достаточно так позитивно. Далее, как говорится, жизнь покажет, каким образом будут складываться все эти процессы. Я надеюсь на то, что в любом случае все те установки, которые мы определяли, чтобы выборы были спокойными, они состоялись вот как раз таки в этой атмосфере. Председатель Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики Елена Городецкая поблагодарила за возможность быть наблюдателем на выборах в парламент Республики Абхазия. Елена Городецкая сообщила, что их делегация посетила 20 избирательных участков и высоко оценила состоявшиеся выборы. Та работа, которая была проделана Центральной избирательной комиссией, государственными органами под вашим руководством, были созданы все условия для того, чтобы все избиратели могли свободно проявить свои волеизъявления. И та атмосфера такой доброжелательности, мы беседовали и с кандидатами, и с наблюдателями от всех кандидатов, членами участковых комиссий, да и просто избирателями.
все были настроены на какое-то такое даже дружелюбное, можно сказать, взаимодействие со всеми субъектами избирательного процесса. Это большое достижение, потому что далеко не всегда вот этого удается достичь, но та атмосфера, которая была создана у вас, заслуживает самой высокой оценки. Президент Рауль Хаджинба также принял и наблюдателей из Луганской и Донецкой народных республик. Рауль Хаджинба поблагодарил их за поддержку и отметил необходимость продолжать выстраивать отношения между нашими республиками. С учетом того, что Донецкая народная республика и Луганская народная республика стоят на том же пути, как и наши республики, которые прошли достаточно сложный путь от борьбы за свою независимость до признания. Не сомневаюсь, что и так будет и у вас. Знаю, что экономические возможности ваших республик достаточно большие, серьезные. Они даже, по-моему, в каких-то объемах превосходят и наши. Промышленность достаточно высоко развитая. И выстраивать нам необходимо эти отношения. У нас есть что предложить вам. Депутат Народного совета ДНР Владимир Бедевка поблагодарил за оказанное доверие быть наблюдателем на выборах в парламент Республики Абхазия. Он подчеркнул, что выборы продемонстрировали высокую политическую культуру в нашей стране. Быть международными наблюдателями – это прежде всего доверие, и мы вас благодарим за то, что вы и народ Абхазии оказали нам это доверие. В свою очередь мы хотели бы подтвердить ваши слова, как наблюдатели процесса выбора, что эти выборы продемонстрировали, наверное, всему миру высокую политическую культуру, прежде всего, абхазского народа. И, конечно же, нам, как молодым республикам, очень важен ваш опыт. Во многом мы даже похожи нашей истории, но немножко растянуты во времени. Да? У вас трагические события были 25 лет назад, у нас, к сожалению, это сейчас. Но нам, несомненно, полезен даже ваш опыт законодательной инициативы, строения экономики. И спасибо, что вы с нами им делитесь. Как отметили иностранные наблюдатели, парламентские выборы в Абхазии проходили открыто и гласно, без какого-либо давления и попытки повлиять на волю избирателей. Сария Смыра, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В качестве международных наблюдателей на прошедших выборах в Народное собрание парламент Республики Абхазия выступили в том числе и представители Российской Федерации. Сегодня в ЦИК прошла пресс-конференция членов российской делегации. По их словам, выборы в парламент прошли в полном соответствии с действующими международными избирательными стандартами. В состав делегации Госдумы России вошли 11 человек. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин дал высокую оценку состоявшимся в Абхазии парламентским выборам. Выборы в Республике Абхазия прошли в соответствии с законодательством Республики Абхазия, в соответствии с международными стандартами, которые мы себе представляем достаточно хорошо. Многие из наших депутатов участвовали не раз в различного рода наблюдениях за выборами в других странах. Я вот лично в 4-й раз депутат Государственной Думы и не первый раз уже участвую в наблюдении на выборах в Республике Абхазия. Константин Затулин также отметил, что высокая явка граждан на голосование стала приятной неожиданностью. Хочу отметить активность избирателей. Мне кажется, что перед выборами не было такой уверенности, в том числе и в Абхазии, что настолько будет велик процент проголосовавших. Во время проведения выборов в Народное собрание замечаний от наблюдателей как от кандидатов в депутаты, так и от международных не было. Мы отмечаем тот факт, что нигде, вот ни в одном случае все наши наблюдатели обращались к наблюдателям от кандидатов. Я лично со всеми на участках здоровался, спрашивал каждого, есть ли замечания. Никаких замечаний не было. Может быть, сейчас после подведения итогов у кого-то задним числом и возникают какие-то замечания, но в момент нашего наблюдения никто в этом не признавался. В ходе выборов наблюдатели из России побывали на 45 участках в 24 округах от Галского района до границы с Российской Федерацией. Затулин особо подчеркнул, что Госдума настроена на плодотворное сотрудничество с новым составом парламента Абхазии, как только он будет окончательно сформирован. Когда парламент приступит к работе, я желаю ему это сделать как можно быстрее, конечно, мы будем
стремиться к сотрудничеству, к работе, к обмену мнениями и так далее. У нас в Государственной Думе по традиции, по распределению обязанностей отношения с Абхазией ведет Комитет по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками, коим я являюсь первым заместителем на данный момент. Хочу отметить, что у нас приступила к работе парламентская группа по связям с парламентом Абхазии, как раз вот коллега Красов, здесь присутствующий, герой России, первый зампредседателя Комитета по обороне, возглавляет эту депутатскую группу в Государственной Думе. Так что и по этой линии в рамках межпарламентских связей будет это сотрудничество происходить. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Российской Федерации Александр Татаонов поздравил народ Абхазии с состоявшимися парламентскими выборами. Поздравляю вас с тем, что выборы вчерашние, наверное, состоялись. Предстоящий повторный тур, по нашим ощущениям, это обязательно будет. Это тоже свидетельство того, что подлинно демократическом ключе прошел вчерашний первый тур, что народ действительно тщательно, внимательно и обстоятельно подошел к этому. Глава миссии международных наблюдателей на выборах в парламент республики от ЦИК Российской Федерации Василий Лихачев отметил, что выборы в Абхазии состоялись в полном соответствии с действующими международными избирательными стандартами. Мы делаем вывод, что выборы состоялись. Они состоялись не просто формально в рамках соответствия действующего законодательства, они и состоялись по духу, что ли, абхазскому. С точки зрения высокой политической культуры абхазского народа, которая своим органичным сегментом включает и культуру правового свойства. Проведенные выборы находятся в полном соответствии с действующими международными избирательными стандартами. Говорю об этом авторитетно не только как доктор международного права, но и как бывший посол Российской Федерации при Европейском Союзе, который неоднократно на протяжении многих лет наблюдает, как организуются и проводятся выборы за рубежом, прежде всего в европейских регионах. Но говорю и со знанием действующего международно-правового массива. В общем, выборы в Народное собрание парламента Республики Абхазия получили со стороны международных наблюдателей наивысшую оценку. На Алакове Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба поздравил писателя и публициста Николая Квициня с днем рождения. Глава государства отметил его значительный вклад в абхазскую литературу. Люди знают ваши произведения, переводы, вашу деятельность в качестве руководителя редакции «Алашера». Не просто было озвучивать свою позицию в советские годы, но вам это удавалось. И сегодня вы всегда открыто говорите о том, что вас беспокоит, сказал на встрече с писателем Рауль Хаджимба. Николай Квициня поблагодарил президента за поздравления. Публицист, несмотря на свой возраст, продолжает писать книги. Его мечта – издать как можно больше своих работ. Рауль Хаджимба подчеркнул, по мере возможности изданию книг будет оказана поддержка. Конфискованное на благие цели. Государственный таможенный комитет Абхазии передал подопечным благотворительной организации «Кераз» ранее изъятый незаконно завезенный в Абхазию товар. Акция стала возможной благодаря помощи премьер-министра Абхазии Беслана Барцец. Подробности в сюжете Сарисмар. Постельное белье, пледы, подушки, посуда, скатерти и многое другое. Все это для подопечных благотворительной организации «Кераз». Семьям, которые сегодня нуждаются в самых обыденных предметах домашнего пользования, такая поддержка, безусловно, многого стоит. По словам руководителя организации Камы Гопия, все эти предметы были переданы им от Государственного таможенного комитета. Мы обратились к премьер-министру республики с просьбой о возможности передачи конфискованного товара в благотворительную организацию «Кераз». Им было принято решение, он дал согласие и поручил Государственному таможенному комитету передать в нашу организацию имеющийся конфискат.
Государственный таможенный комитет в своей работе довольно часто изымает незаконно ввезенный на территорию Абхазии товар. После конфискации собственники имеют право в течение года выкупить товар, но часто хозяева не приходят за своими вещами. И вот по прошествии времени было решено отдать все эти вещи тем, кто в них особенно нуждается. Основной целью передачи конфискованного товара в виде благотворительности является помощь людям и семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию и нуждаются в поддержке. В дальнейшем будем рады всегда оказывать посильную помощь всем благотворительным организациям, которые занимаются этим на территории нашей республики. Необходимо отметить, что Государственный таможенный комитет не раз оказывал поддержку организации. В таможне несколько раз был организован пункт приема одежды для подопечных организации «Керас». Также сотрудники Госкомитета часто предоставляют им транспорт для поездок по селам Абхазии. Сария Смыр, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Комитет по вопросам молодежи и спорта столичной администрации и Абхазский государственный музей боевой славы имени Ардзинба с 13 по 17 марта проведут совместные мероприятия, посвященные мартовской наступательной операции 1993 года. Для учащихся старших классов общеобразовательных школ Сухума будут организованы экскурсии в музей, где ребятам расскажут о мартовском наступлении, ознакомят с экспонатами времен Отечественной войны народа Абхазии. Памятным подарком для всех экскурсантов станет рассказ Автандила Гардски «Мы за Гумистой». Кроме того, 15 марта в 19 часов в Парке Славы пройдет акция, посвященная памяти погибших в мартовской наступательной операции по освобождению Сухума, которая будет сопровождаться трансляцией военной хроники. 16 марта Абхазский государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзинба смогут посетить все желающие. Ну а сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 6-7, днем 9-11 тепла. Температура морской воды плюс 7. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.